Желаем удачи, честного конкурса. Если вопросы возникнут, сразу звоните мне. Раз, два, let's go! Не успевает раздать конверты с инструкциями, как команды разбегаются в разные стороны. Точка назначения у всех одна. Цель – решить все задания, и только после можно идти на встречу с агентом. Он подскажет игрокам, что делать дальше. К слову, каждый уже определил для себя фаворит испытания. Сейчас мы думаем, что по скорости, по количеству того, что мы выполнили, мы думаем, что мы будем первые до лендере. А какое задание вам больше всего понравилось? Понравилось 4-е задание около Аллеи Матери, где надо было найти агента и надо было его рассмешить. Мы смогли это сделать, у нас это получилось. Сколько лавочек на аллее, какое самое высокое здание в Магасе, как рассмешить серьезного агента. На все вопросы нужно ответить в течение часа. Соревнуются 6 команд. В помощь участникам смекалка, ловкость и умение работать в команде. В квесте очень разнообразные и интересные задания, в ходе выполнения которых ребятам приходится передвигаться в принципе по всему периметру города Магас и выполнять свои задания. В целом мы, Комитет по делам молодежи, планируем наращивать это направление квест. Мы считаем, что молодежь с большим энтузиазмом и интересом к нему относится, в принципе, что мы сегодня и видим. Поэтому мы в дальнейшем будем проводить подобные игры не только в центральных городах нашей республики, но и в отдаленных селах, таких как Мужичи, Алтун, Акиюрт и тому подобное. Главное условие – не разбегаться и держаться вместе. Гаджеты запрещены, впрочем, они и не нужны. Здесь опираются лишь на собственные знания и чувство юмора. К слову, рассмешить того самого серьезного агента – задача не из легких, но многие заслужили награду. Моя миссия, у меня последнее задание, финишное задание. Участники игры должны меня как-нибудь рассмешить. Я им отдаю вот этот конвертик и слово. Кодовое слово. Каким шуткам чаще всего прибегают участники? Чаще рассказывают какие-нибудь добрые анекдоты, другой иной юмор употребляет. Так по-разному, кто как. Волонтеры квеста или поклонники такого направления так называют тех, кто уже играл ранее. Один из них – Мустафа Гамкартиев. Парень признается, что теперь ни одна игра не проходит без его участия. Всегда получаю уйму эмоций и веселье, позитива, можно сказать, на весь месяц. Так как призы, которые нас ждут после победы, дают о себе знать. На сегодня я рассчитываю, что мы займем первое место, но посмотрим, как будет дальше. Пока результаты хорошие и ожидаю всего самого наилучшего. Несмотря на соревновательный дух, на площадке царит веселая атмосфера, а участники с удовольствием проходят задания шаг за шагом. Ведь такие встречи на свежем воздухе – то, что нужно после длительной самоизоляции. Как мы знаем, большинство негативных проявлений в молодежной среде, они связаны с тем, что молодые люди зачастую не заняты ничем. То есть эта незанятость, она приводит к тому, что энергия, тот потенциал, который у них есть, он направляется не всегда в правильное русло. Поэтому нашей целью является то, чтобы мы создали максимально больше возможностей для досуга молодежи, чтобы они не просто выходили на улицу и думали, чем бы сегодня заняться, и сами себе искали какие-то занятия. А создавать эти площадки, создавать эти возможности, где бы они могли развлекаться, проводить свой досуг. К слову, призы для победителей сегодня такие же оригинальные, как и сама игра. Беспроводные наушники, портативные зарядки, ну а для прекрасного пола украшения от ингушского ювелирного мастера. Игра нам очень понравилась, мы заняли первое место, естественно, впечатления там шикарные. Было бы хорошо, если бы почаще устраивали такие игры, это для молодежи хорошо, также для школьников. Какой у вас девиз был на протяжении игры? Главное не победа, а участие, конечно, как всегда. По словам председателя комитета по делам молодежи, это не последний квест. Скоро жителей республики ждет еще масса интересных мероприятий, и каждый желающий сможет принять в них участие. Весело, дружно, а главное в кругу друзей. Именно так проходит Международный день молодежи. Хава Гагиева, Магомед Белакиев, Новости 24.